Уважаемые депутаты, приглашенные, в прошлый понедельник, 16 ноября, у нас проходило обычное депутатское совещание, на котором возник вопрос о состоянии энергетики. Но возник не случайно, потому что наша общественность, общественные организации, население наше болезненно переживают верное отключение, которое как никогда раньше времени началось, притом в сутки 6 часов. И это, несомненно, влияет на все сферы нашей жизни, на все отрасли хозяйства, на наших детей, взрослых и на наше здоровье и так далее. Энергично этот вопрос обсуждался в понедельник. Президент на следующий день должен был встретиться с президентом Российской Федерации, поэтому мы решили перенести его на среду, чтобы знать и мнение президента по этому поводу. Уважаемый Валерий Еремеевич, уважаемые депутаты, небольшую краткую информацию постараюсь изложить по сути обсуждаемой сегодня темы. Значит, какими, мнениями руководствовались при принятии соответствующих решений, какие организационные вопросы решались в этот период с момента принятия решения правительства и в результате, что сегодня мы имеем. Я постараюсь быть достаточно краткой и не перегружать вас ненужной информацией. С 2016 года в республике хаотичным образом стала развиваться деятельность по добыче криптовалют. Отсутствие регулирующих данную деятельность правовых норм привело к бесконтрольному потреблению электроэнергии, спровоцировав значительное увеличение нагрузок на энергосистему, фактическое состояние которой находится на пределе своих возможностей. Фактически прирост объема потребляемой электроэнергии с 2016 года составил порядка 30%. В абсолютных показателях чистый прирост составил порядка 420 миллионов киловатт-часов при объеме полезного отпуска, равного 1,7 миллиардов киловатт-часов. В декабре 2018 года решением правительства был введен запрет на данный вид деятельности. Ограничительная мера, введенная в 2018 году, фактически не носила однозначный запрещающий характер и не предусматривала конкретных действий и мер ответственности. Фактически правительство республики своим решением запретило деятельность по осуществлению майнинга криптовалют с формулировкой «до устранения условий ограниченности ресурсов энергетической системы». При этом не были даны поручения соответствующим уполномоченным органам и единому оператору об определении предела этой ограниченности. Таким образом, в течение 3 лет, ввиду отсутствия определенного предела ограниченных возможностей, в республике активным образом развивался данный вид деятельности. При этом хочу обратить внимание, что Министерство экономики располагает достаточно детализированной информацией, какая работа проводилась и Министерством экономики, и государственной компанией «Черноморэнерго» по реализации требованиям постановления Кабинета министров. Таким образом, в 2019 году было соответствующее представление Генеральной прокуратуры о принятии необходимых мер в отношении незаконной деятельности, связанной с добычей криптовалют на государственных объектах. Хочу обратить внимание, что при этом на основании ответа государственной компании «Черноморэнерго», направленной в Министерство экономики, была дана детализированная информация о том, что действительно на объектах, государственных объектах осуществляется деятельность по майнингу криптовалют, при этом было подтверждение о том, что по ряду объектов были даны соответствующие технические условия, а по ряду объектов они занимаются незаконным данным видом деятельности. После чего, к сожалению, уполномоченным органам не были даны предписания для предотвращения данной незаконной деятельности на государственных объектах, в том числе подведомственных Министерству экономики. Данные материалы имеются. Если кому-то интересно, я могу их предоставить. Предписания для Черноморэнерго по применению мер по ограничению поставок электроэнергии в этой категории потребителей не были четко определены и не был введен запрет
на ввоз оборудования для добычи криптовалют. На практике сложилась ситуация, при которой на фоне действующего запрета был спровоцирован стремительный и бесконтрольный рост данной категории потребителей. Хочу сказать, что в абсолютных показателях на текущий момент фактически объем потребления электроэнергии данной категории потребителей варьируется в пределах 100 мегаватт. При том, что фактическая максимально допустимая возможность использования мощностей единого оператора составляет не более 40 мегаватт, и то не в зимний период. В этой связи правительство, руководствуясь вышеназванной ситуацией, приняло решение частично допустить возможность использования данной мощности с целью легализации данного вида деятельности. Хочу обратить внимание на следующие цифры. Фактические потери Черноморэнерго ввиду отсутствия правовых норм взимания платы за потребляемую электроэнергию этой категории потребителей в расчете на действующий тариф составили порядка 360 миллионов рублей. Де-факто произошел перекос 360 миллионов рублей. Де-факто произошел перекос в финансовой отчетности, я думаю, сотрудники Черноморэнерго это подтвердят. Что я имею в виду? Ввиду отсутствия платежей от деятельности майнинга, потому что такой категории потребителей в тарифе, который существует, в тарифной политике, которая сегодня существует в рамках решений правительства, такой категории потребителей не существовало до того, пока мы в сентябре текущего года не ввели данную категорию как потребителя. Значит, соответственно, ввиду отсутствия платежей от деятельности майнинга криптовалют, объем дебиторской задолженности значительно вырос, так как расчет поступлений должен вестись от количества отпущенной потребителям электроэнергии. И, соответственно, этот объем должен был быть отфиксирован в отчетности, как отсутствие оплаты населением. Отсюда значительное падение показателей собираемости, который и так находился на низком пределе. Общая сумма задолженности за потребленную электроэнергию, накопившаяся за весь послевоенный период, на сегодняшний день составляет порядка 1,8 миллиардов рублей. В том числе период образования значительной задолженности в период 2017-2020 годы составляет порядка 866 миллионов рублей. Я абсолютно уверена, что вы догадываетесь, что практически большая часть этой задолженности была сформирована именно потребителями, которые занимались майнингом криптовалюты. Соответственно, 92% задолженности на сегодняшний день числится за физическими лицами. Прошу обратить на это особое внимание. И числится она фактически 866 за последние 3 года. Значит, также хочу обратить внимание на следующий факт. Да? Сейчас очень серьезно обсуждается вопрос, связанный с перетоком. И это с перетоком из Российской Федерации электроэнергии. Здесь я хочу обратить ваше внимание, что у нас за последние несколько лет фактически сложилась ситуация, при которой мы без дополнительного объема поставки электроэнергии не справляемся с теми потребностями, которые сегодня республика имеет. За последние 5 лет в целях ликвидации энергодефицита республики в зимний период осуществлялся переток электроэнергии, в том числе в 2016 году объем перетока составил 108,3 киловатт-часов на общую сумму 221 миллион рублей. В 2017 году объем перетока составил 195,8 киловатт-часов на сумму 550 миллионов рублей. В 2019 году объем перетока составил 69,4 киловатт-часов на сумму 190 миллионов рублей. В 2020 году объем перетока составил 198,3 киловатт-часов на сумму 619 миллионов рублей. Таким образом, хочу обратить внимание, что вся сумма финансовых обязательств, которая сложилась за этот период, легла на плечи государства. На сегодняшний день пока не оплачена задолженность в сумме 619 миллионов рублей. Источником финансирования на покрытие расходов за поставленную из Российской Федерации электроэнергию являлась инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию. При этом хочу обратить внимание, что ни уполномоченным органам Министерством экономики, ни государственной компании «Черноморэнерго» в этот период не поступило ни одного официального предложения относительно того, что
тариф, который формировался в рамках перетока, должен был быть справедливо распределен, в том числе на нагрузку, которая потреблялась так называемой деятельностью, которая по майнингу криптовалют. Таким образом, средний тариф, усредненный тариф за поставку электроэнергии с Российской Федерацией за последние 4 года составлял минимальный 2 рубля 50 копеек, максимальный 2 рубля 84 копейки. При том, что действующий тариф в соответствии с постановлением Кабинета министров не менялся и составлял 40 копеек для физических лиц и 85 копеек для юридических лиц. То есть фактически, если брать в абсолютных показателях, часть этого перетока потреблялась потребителями, которые занимаются майнингом криптовалют, при этом частично оплачивался тариф там, где были договорные условия установлены, они имеют место быть. Государственная компания Черноморэнерго, я думаю, сможет это подтвердить. А есть, значит, соответственно, деятели, которые занимались этой деятельностью в отсутствии вообще договорных отношений. Соответственно, по ним тариф не взимался. Усредненный тариф, который взимался в этот период, составлял 85 копеек. То есть, соответственно, вся нагрузка за потребленную электроэнергию в период перетока также легла в основном на плечи государства и распределена как задолженность физических лиц. Следует отметить, что на фоне низкого уровня платежей населения, отсутствия платежей о деятельности майнинга, значит, на сегодняшний день фактически сформированная дебиторская задолженность практическим образом пока не меняется, и необходимо принимать соответствующие меры скорее всего, по разрешению данной ситуации. В этом смысле мы, наверное, будем обращаться в парламент для того, чтобы вместе с депутатским корпусом проработать комплекс мер по решению данного вопроса. Понятно, что задолженность, сформированная за весь послевоенный период, вряд ли возможна к взысканию в физическом плане, но, тем не менее, есть текущая, незначительно просроченная по времени задолженность, с которой нам необходимо принимать комплексное решение, потому что финансовая отчетность Черноморэнерго, безусловно, требует реанимации, и для этой ситуации нам необходимо для решения этой ситуации нам необходимо будет выработать комплекс мер. Хочу сказать, что из справки Черноморэнерго, датированной 2019 годом, есть дополнение 2020 года, обоснованием для запроса в Российскую Федерацию перетока было как раз-таки основным требованием именно на покрытие дефицита. Прошу обратить на это внимание. А дефицит образовался исключительно потому, что фактически те мощности, которые фактически сформировались на данную ситуацию с учетом в основном аварийности, не позволяли условно предоставить необходимый объем электроэнергии нашим потребителям. Сейчас коротко скажу о том, какие меры принимаются и что предусмотрено принятыми решениями правительства. Значит, решением правительства была предусмотрена легализация, в рамках которой был определен временной промежуток, значит, в пределах которого должна была пройти так называемая легализация. Она фактически на данный момент в определенном смысле работа проведена, значит, количество обращений отфиксировано, они внесены в реестр, который формируется в Министерстве экономики, после чего они направлены, соответственно, в Черноморэнерго, для того, чтобы Черноморэнерго могло принять, значит, решение относительно предельного возможного объема отпуска электроэнергии таким потребителям. Такой объем определен в объеме не более 26-30 мегаватт на данную текущую ситуацию. Хочу сказать, что большее количество потребителей так и не явились с заявками на официальное подключение. Хочу обратить внимание, что фактически крупные потребители, значит, электроэнергии, которые фактически относятся к этой категории, фактически не явились и официально не заявили о том, что они занимаются данным видом деятельности. Вы знаете, что Кодекс об административных правонарушениях предусматривает определенные санкции за незаконное подключение. В этой связи мы сейчас проводим комплекс мер по предотвращению незаконной деятельности. Как он выглядит? Соответственно, сформированы рабочие группы из представителей Черноморэнерго, Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности для того, чтобы в районах пресекать незаконную деятельность.
На данный момент такие мероприятия проводятся достаточно оперативно, и мы ежесуточно принимаем организационные вопросы по предотвращению такой деятельности. Далее, постановлением правительства, в котором определен тариф на потребление электроэнергии этой категории потребителей, предусмотрена следующая норма. Значит, мы подстраховались при принятии решения, руководствуясь главной целью. В период дефицита электроэнергии в зимний период Кабинет министров имеет право ограничивать данную деятельность, имея временной промежуток порядка 3-4 месяцев. При этом с целью разрешения ситуации относительно того, что в рамках перетока тариф, который формируется по электроэнергии, поставляемой из Российской Федерации, должен справедливо распределяться и на эту категорию потребителей тоже. Поэтому постановление правительства предусматривает, что на период перетока тариф за электроэнергию, потребляемой этой категорией потребителей, будет равен усредненному тарифу по стоимости электроэнергии за последние 3 года в рамках перетока. Такое решение правительством практически готово на данный момент, проходит стадию согласования, и в пределах следующей недели такое решение правительства будет принято. Вы знаете, что в 2021 году предстоит нам получать переток электроэнергии из Российской Федерации в рамках проведения ремонтных работ в деривационном тоннеле. Соответствующее обращение абхазской стороны было направлено в Российскую Федерацию. В период сентябрь, октябрь и ноябрь текущего года совместно с Черноморэнерго и Минэнерго России проводились рабочие консультации по данному вопросу. Определена техническая схема поставок, объем, необходимый для потребления республикой в этот период электроэнергии для того, чтобы обеспечить переток, согласован. Пока еще не отрегулирована финансовая часть вопроса именно в окончательном виде по стоимости. При этом хочу обратить внимание, почему сейчас не запрашиваем переток. В августе месяце у нас проводился технический аудит состояния энергосистемы Республики Абхазия. И хочу сказать, что специалисты, которые проводили технический аудит, очень предметно провели свою работу, подготовили соответствующие выводы и рекомендации для абхазской стороны. На что хочу обратить ваше внимание. Это на то, что у нас очень высокий уровень аварийности, о котором мы, в принципе, с вами, безусловно, понимали и сами эту ситуацию знали, но, тем не менее, это подтверждено специалистами. И на сегодняшний день для предотвращения очень высокого уровня аварийности энергосистемы в республику необходимо в ближайшие 2-3 года вложить порядка 4,7 миллиардов рублей. Хочу сказать, что это не мероприятия, связанные с развитием системы. Это мероприятия, связанные с предотвращением уровня высокой аварийности. При этом коллеги из Российской Федерации обратили внимание вообще на отсутствие нормативно-правовой базы, которая регулирует деятельность единого оператора. Нам необходимо принять комплекс нормативно-правовых актов, определяющих правила, условия и действия специалистов Черноморэнерго в рамках решения этих вопросов. Хочу обратить внимание, что на данный момент, возможно, с нашей стороны будет обращение о перетоке до конца текущего года, но при этом я уверена, депутатский корпус в этом смысле должен с нами согласиться, я думаю, такое мнение у вас тоже есть, о том, что мы сами должны принять необходимые меры для того, чтобы снизить нагрузку на наши сети. На сегодняшний день мы в рамках проведения оперативных мероприятий должны снизить нагрузку порядка на 60 мегаватт. В течение ближайшей недели такая работа будет проводиться для того, чтобы снизить нагрузку. Если это не позволит нам стабилизировать ситуацию, конечно, мы будем обращаться в Российскую Федерацию за переток. То постановление, которое было принято в 2018 году, я думаю, энергетики и тогда справедливо проявляли заботу о системе. И с 16, 15, 16 годов, когда пошел вот этот рост, да, пошла вообще эта деятельность, наверное, было понимание того, что наша энергосистема не в том состоянии. И в связи с этим было принято это решение. К сожалению, нашему большому общему сожалению, оно оказалось недейственным, недееспособным.
И исходя из той ситуации, что мы имели, по нашим расчетам, здесь сидят специалисты, технически они могут подтвердить, по предположительным расчетам, сегодня в Абхазии, на момент даже принятия решения, да, призванного, повторюсь, регламентировать как-то эту деятельность, порядка 100 мегаватт электроэнергии потреблялось данным видом деятельности. На данный момент, за вот неполные полтора месяца, примерно полтора месяца с момента выхода постановления, к нам обратилось на общую мощность где-то примерно 20% потребителей. При этом, чтобы вы понимали, процедура такая, что люди, обращаясь, да, порой заявляют желаемые возможности, да, регистрируют в Министерстве экономики свои машинки, да, которыми они пользуются. Но это совсем не значит, что, придя к нам, они получат те объемы, которые они желают. За все это время к рассмотрению принято было 120 материалов. Пока не выдано ни одного, не подписано договора. Все материалы находятся на стадии рассмотрения, но по половине из них отказано сразу по причине невозможности выдачи разрешений на тех участках, на которых заявители предполагали работать. В ежедневном режиме работает рабочая группа. О том, что сегодня происходит в стране, мы хорошо знаем. Мера была вынужденной. Если бы мы этого не сделали, поверьте, сегодня у нас электричества не было бы. Мы сегодня потребляли бы электричество только от первой перепадной, 40 мегаватт. Все остальное в результате перегрузки были. Для примера я могу привести вам пример. Еще до того, как открыли границу летом, в этом году нагрузки превышали на 20% аналогичный период прошлого года. Это все разрасталось с того момента, как началось. И не в итоге это регулировалось приняло никак. очень серьезные, такие, действительно угрожающие для энергетики масштабы. На сегодняшний момент, да, вот на момент, когда мы вынуждены были перейти к веерным отключениям, инженеры могут вам сказать в цифрах, да, но нагрузки настолько превышали, вы помните аварию, которая была в четверг, на линии Ачегвара, которая была построена в 60-х годах прошлого столетия, Валерий Ильич. 60-х, да? 50-х даже годах. И с тех пор она практически латалась, как одеяло лоскутное. И если бы мы не ввели ограничения сегодня, а оттуда питается все. Вот когда отключается полсухума и Западная Абхазия, это значит там авария. С какого года резко увеличилось? Я извиняюсь, не понял, плохо слышно. Я прокомментирую. Из справки Черноморэнерго, датированной январем 2020 года. Даже если приток гидроресурсов будет в достаточном объеме, магистральные линии от Ингургэс ВЛ-220, Ачегвара, ВЛ-110, КВ Шишелете-1 не выдержит зимних нагрузок. Так, например, пропускная способность ВЛ-220 Ачегвара ограничена в связи с изношенностью до 227 мегаватт, а в предыдущий зимний период наблюдался пропуск по данной высоковольтной линии до 285 мегаватт электроэнергии, что резко увеличивало аварийность высоковольтной линии, а при установке защит она будет срабатывать, обеспечивая 70% на территории республики, что приведет к серьезным поломкам из-за частых отключений и включения энергетического оборудования. Я абсолютно понимаю озабоченность тех, кто здесь находится, и всего населения республики, но хочу абсолютно убедительно быть в том, что последние 3 года эта проблема существовала, и давайте мы не будем сейчас акцентировать внимание на том, что мы сейчас только с этой ситуацией столкнулись. Вы сами себе эту проблему создали. Валерий Емельевич, и мы сами себе. Абсолютно, Валерий Ильич, вы правы, вы абсолютно правы. Мы сами все дружно способствовали тому, что такая ситуация сегодня сложилась. Эта проблема имеет накопительный эффект. Дело в том, что я хочу, чтобы вы понимали настроение депутатов. У нас здесь не стоит вопрос, значит, обсуждать кого-то, кто виноват был до этого или кто виноват сейчас. Мы это не ищем, потому что нам всегда говорили, что проблемы с энергетикой есть. Ничего нового мы как бы не знаем. То, что там в плохом состоянии, нам вот здесь сидит
бывший руководитель, он нам это говорил и так далее. И, кстати, что касается этих майнеров, у нас это обсуждение было 2 года тому назад, это не сегодня. И, собственно говоря, и тогда был этот вопрос. Да, вопрос совершенно в другом, что тогда люди пришли, здесь те, кто занимается этим майнером, поставили этот вопрос. С одной стороны, запрета на ввоз такого оборудования у нас в стране не было, они могли ввести вполне законно. Другой вопрос, закона подключали или нет, но это немножко наша жизнь, обычная и так далее. Да, значит, мы тогда вас просили, вы здесь были, узаконить и привести в порядок. В порядок привести, кто может это делать, кто не может делать, только с одной целью. В первую очередь, это ресурсы для страны. И второй, что заработаются деньги, которые будут отправлены на энергетику. Мы то же самое говорили в свое время при господине Басаре, мы вам тогда тоже говорили, давайте разрешим, но чтобы эти деньги пошли на восстановление нашей энергетики, потому что за счет того, что 40 копеек собирается, невозможно восстановить, это все понимают. И чтобы был такой цикл, чтобы эти деньги работали на то, чтобы восстановить энергетику, поставить везде счетчики, сократить количество потребления, когда люди будут платить через счетчики, сократить и за счет этого спасти нашу энергетику. Потому что иначе невозможно. У нас других денег нет, тогда у нас стоит другой вопрос продать часть энергетики, которую парламент, мы не хотим этого делать. Мы понимаем, что 90%. Поэтому у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если нужно принять закон, вот вы говорите, что вы разрешение дали, люди приходят, получают. Значит, при всем при этом, как говорится, население страдает из-за того, что давайте так, мы в парламенте примем любой законопроект, думаю, коллеги поддержат, вплоть до изъятия тех, кто не зарегистрирован, кто не имеет права ставить в тех технических, где вы поставили, с изъятием этого имущества, если они это незаконно делают, и за счет этих денег поставить. Сколько, я хотел бы знать, вы цифры называли, мы можем в бюджет ежемесячно получать, в случае, если их поставят. Приблизительно скажите мне, пожалуйста. Объем до 40 мегаватт из расчета 1 рубль 50 копеек. Это та цифра, которая может быть сегодня мобилизована в бюджете. Это приблизительно сколько в месяц выйдет? Ну, это около 500 Так, миллионов. это для всех или... Сколько? 500 в год, да? Да, при этом хочу что сказать, вот на то, что вы обратили внимание, это по подготовке законодательной базы, да, значит, ну, в рамках постановления правительства были даны поручения, в настоящее время проект закона о криптодеятельности, соответственно, значит, о внесении изменений в закон о лицензировании основных видов деятельности, чтобы этот вид деятельности подлежал лицензированию, уже направлены в Кабинет министров, в ближайшее время будут вам направлены сюда для рассмотрения. Также мы вносим изменения в КоАП для того, чтобы ужесточить меры ответственности за нарушения в этой сфере деятельности. При этом мы предусмотрели, что значит, договор на подключение этих потребителей к сетям Черноморэнерго, данную форму мы согласовывали с Черноморэнерго и направили также в Кабинет министров. Там предусматривается соответствующая ответственность. При этом те люди, которые будут официально иметь доступ к энергоресурсам для осуществления такого вида деятельности, будут официально, значит, в договоре отражены условия, при котором при требовании Черноморэнерго отключиться на определенный период, особенно в зимний период, это должно происходить в безоговорочном порядке. Незаконное присоединение также должно пресекаться, это договором предусмотрено. И, соответственно, изменение тарифной политики также договором предусмотрено. То есть мы со своей стороны необходимую нормативно-правовую базу, безусловно, обеспечиваем. А сколько на сегодняшний день официально имеют майнеры? Можно спросить? А официально кто зарегистрировался и получил разрешение? 26 сегодня те, которые подали заявку. У нас, кстати говоря, список есть. Мы можем в официальном порядке направить в парламент, чтобы депутатский корпус знал. 26 мегаватт, мы же сказали. 26. Я хочу спросить, вот я сегодня являюсь потребителем электроэнергии, у меня дома стоит оборудование, я сегодня как гражданин добропорядочный, ну так я, по крайней мере, считаю, правда, не все так считают, но не важно, но плачу за электроэнергию, понимаете, установленную государством норму, я почему должна 6, вы понимаете, вот я не знаю, за всю историю
моей жизни, работы и деятельности были отключения. Было все в нашей жизни, послевоенный период, и блокада была, и света не было, и веерные отключения были, все. Но 6 часов отключения не было никогда. Это первое. Второе. Теперь, вот у меня 2 дочек, которые учатся. Она говорит, моя дочка мне заявила: мама, мы не можем не заниматься ни онлайн, ни офлайн. Понимаете? Проблема, да? Потому что не совпадают по графику отключения баз. То есть отсутствует Wi-Fi, отсутствует интернет на телефоне, 3G, 2G. Невозможно заниматься. Ребенок заниматься не может. Это 2. Это просто обывательски. Все, вы знаете, график работы магазинов, в частности. Вот мой коллега мне говорит, идет повышение на хлеб, цены на хлеб. Потому что печь хлеб надо в определенный период времени. То есть для того, чтобы подавать его теплым, для того, чтобы была возможность реализации. Это вот простые такие вот житейские вопросы. Я сейчас просто говорю, что люди говорят на улице. Не говоря уже о том, что мы сейчас вот здесь будем обсуждать. Да, хлеб. Значит, цена на хлеб, для того, чтобы испечь хлеб вовремя и подать его в магазин утром свежим, он должен включить дизель. Естественно, цена резко возрастет, ну, сейчас на сколько процентов, честно говоря, я не рассчитывала, но она естественным образом вырастет. Это 2. То есть теперь, сегодня у нас еще не начались холода, это ноябрь месяц, понимаете? То есть вы нам говорите, Кристина Константиновна, о том, что будьте готовы, вы понимаете, 21 век, будьте готовы, что будут еще как минимум месяца 3, мы должны жить в режиме, я не знаю, какой это режим будет, это сейчас, пока дождь всего прошел однажды, а завтра будет еще холоднее, значит, мы будем сидеть в холоде, без света. Вот я живу в многоквартирном доме, естественно, в автоматическом режиме отсутствие воды. Значит, воды нет, света нет, тепла нет. Это то, что сегодня, я думаю, каждый гражданин Абхазии, Кристина Константиновна, прошу прощения, имеет право на это в 21 веке. А теперь я хочу прокомментировать то, что вы говорили. Вот, на мой первый взгляд, знаете как, но это уже просто не смешно. Если бы Хаджинба не было, кого вообще мы винили? Ну, все было плохо. А теперь я вам цифры. Ничего, кроме цифр. Вы нам зачитывали, а теперь я вам зачитаю ваши цифры. За период ввоза, какой был ввоз? Вот смотрите, количество везенных с 16 по 20 год 21 тысяча. Везенных количество в 2020 году 41 тысяча. Друзья, подождите. Аслан Георгиевич, простая арифметика. Ничего, кроме арифметики и реже с ними. Аслан Георгиевич, я хочу спросить у вас. 21 тысяча, когда была ввезена, вы нас здесь, откровенно говоря, вспомните наши баталии здесь, вы лично, вот здесь у нас до скандалов доходило, у меня лежит законопроект, который тут же Минэко предоставил с возможностью для регулирования криптомайнинга, был законопроект. Уважаемые коллеги, вопрос уже к нам. Никому, не к Минэко, а к нам. Мы его приняли. Мы урегулировали тогда этот вопрос, Батал Иванович. Нет, мы тогда пошли по пути умышленного замалчивания. Мы тогда спустили все на тормозах и закрыли на это глаза. Я могу сказать, что Министерство экономики представило достаточно либеральный проект с отсрочкой таможенных платежей для тех, кто ввозит оборудование, с отсрочкой уплаты лицензионного сбора. Извините, пожалуйста, в этой ситуации, я думаю, что депутаты могли это рассмотреть даже. Суть нашей работы и заключается в том, что мы могли бы довести данный законопроект абсолютно до логического завершения. И сегодня этой ситуации, Наталья Викторовна, могло бы и не быть в таком виде. Вот о чем речь идет. Мы же не ищем виноватых, мы ищем пути решения вопроса. У меня конкретная претензия к Черноморэнерго. Послушайте, если вы говорили о том, что не шло регулирование в рамках предыдущих годов, что мешает сегодня жестко отрегулировать и включить нам свет? Честно говоря, я оставляю за собой право обратиться в суд и в прокуратуру, как и на телевидении я хочу обратиться, подать в суд и оспоривать, как они нас назвали, антинародным. Сейчас, когда я говорю о том, что народ обязан получать свет, но хотя бы 6 часов, это немыслимое это. Я оставлю за собой право обратиться на вас и подать жалобу в суд, потому что
И ваши постановления, которые ограничивают подачу вот в таком количестве, из-за того, что вы плохой регулятор был Хаджинба, плохой регулятор был Аслан Георгиевич, теперь вы. Правопреемственность еще никто не отменял. Если вы приняли на себя права и обязанности, будьте добры выполнять перед людьми и перед народом, и перед законом. Если вы говорите о том, что вы не можете это регулировать, тогда у нас, как у депутатов, воспользуемся своим правом, а вот у меня недоверие, тогда мы давайте поставим более квалифицированного, более грамотного и более такого деятельного руководителя, который будет жестко принимать какие-то решения. Я большую ремарку хотела бы все-таки сделать. Наталья Викторовна, правильно вы отметили статистику таможенного комитета. Оборудование ввозилось с января 2009 года. Регулирующая функция правительства вступила в силу 21 сентября 2020 года. Я вам говорю о результатах работы за 2 месяца. При этом не привожу никаких претензий относительно того, была ли регулирующая функция за эти 3 года. У нас в январе текущего года был переток, были веерные отключения. Я уверена, депутатский корпус также был озабочен ситуацией, но почему-то не последовало никаких решительных действий по предотвращению этой деятельности. На таможенную территорию Республики Абхазия начали ввозить вычислительное оборудование для майнинга криптовалюты с 2016 года. В 2016 году было ввезено 1899 штук, в 2017 году 300, в 2018 году 8302, в 2019 году 10718. За эти 4 года, с 2016 по 2019 год, было ввезено 21 218 штук. За 10 месяцев этого года было ввезено 43 414 штук. Общее количество ввезенного, по данным нашей статистики, составляет 64 Общее количество ввезенного с 2016 года составляет 64 633 штуки. После вступления в силу запрета о ввозе с 21 октября на таможенном посту ПСО было задержано 2143 единицы этого оборудования. Оно находится там на посту, мы его не пускаем. 2143 единицы сегодня находятся на таможенном посту ПСО. 2143 единицы. Есть владельцы майнинговых ферм, которые сами имеют 20 тысяч единиц. Да, эта проблема копилась давно, проблема носит накопительный эффект. Другой вопрос, что когда пошли какие-то разрешительные вещи, большой поток пошел, и вы стали больше контролировать. Насколько мне известно, вы контролируете и торговлю в duty-free очень внимательно, да, и контроль больше появился, поэтому выявлено такое количество. Я думаю, в сравнении с 2020 годом количество ввезенного оборудования гораздо больше. Это очень важный нюанс, который отметил депутат Ашуба. Мы говорим здесь об официальной статистике, но все сидящие здесь прекрасно знают, что есть неофициальная. Если бы в 2018 году в декабре правительство приняло бы решение о запрете на ввоз, я думаю, сегодня мы эту тему в таком контексте не обсуждали бы. И давайте говорить правду. Эта проблема не за 2 месяца. Мы ее пытаемся за 2 месяца решить. Кстати говоря, хочу отметить, здесь сидит бывший директор Черноморэнерго. Он, кстати, практически один воевал с этой историей. Могу это точно сказать. И ему надо дать должное. Он этим вопросом очень предметно занимался. Я по переписке это вижу, по текстам, которые были направлены и в правительство в том числе. Это всех нас касается. У нас и друзья, и братья, и соседи все этим занимаются. Все хотим, чтобы абхазцы зарабатывали. Никто против этого быть не может. Но на что вы основывались, принимая такое решение, что у нас возможно вообще легализация этого? Я как понимаю, как говорят сейчас, у нас линии настолько перегружены, хотя ноябрь месяц мы еще в зиму не вошли, в зимний период мы можем сказать, что вошли? Вроде бы нет, правильно, пока еще тепло. И еще в зимний период, как по нашей информации, что еще на 150, на 140 мегаватт у нас еще нагрузки добавятся, правильно? Но мы здесь уже для того, чтобы снизить нагрузки, наверное, нужно было
было, вот если понятие у всех было, что у нас очень сильная проблема с этим, надо было организовать, наверное, сперва борьбу с этим, остановить пожар, который есть, потушить его, потом уже какие-то решения принимать. Но мы этого не сделали, мы наоборот людям сказали, для людей, для обычного обывателя легализация означает все можно, они начали продавать дома, начали продавать квартиры, машины и приобретать эту технику. Это надо поработать Черноморэнерго, чтобы понять, что Аслан Георгиевич, да, и какие меры они принимали, и как ему было непросто. Я думаю, здесь было совершенно справедливо сказано, если тот законопроект, я не сомневаюсь, что он был разработан с учетом всех нужд энергетики, был принят вовремя, мы сегодня о многом не говорили. Действительно, накопительный характер носит проблему. Действительно, вот здесь говорили совершенно справедливо, Наталья Владимировна говорила, что, Викторовна, прошу прощения, говорила, что как потребитель, это каждому из нас дома говорят, и тоже совершенно справедливо, что выросли цены вот за это время на хлеб, на дизель. Когда последний раз мы рассматривали тарифы на электроэнергию? В 2009 году. Каким образом Аслан Георгиевич или мы сегодня можем самостоятельно развивать эту отрасль, когда мы себестоимость электроэнергии 60 копеек, она нам обходится, а в среднем это транспортировка, да, а продаем мы ее за 38 копеек. Когда предприятие в последний раз, да, я не разделяю ни в коем случае, кто был там у руководства предприятия, 2 раза вынуждено было кредитоваться, чтобы заплатить. Для того, чтобы выплатить заработную на текущие расходы элементарные, фонд заработной платы порядка 17 миллионов рублей. В целом, для того, чтобы обслуживать филиалы, это бензин, другие необходимые расходы, ну, до 25, иногда больше, в зависимости от сезонности. Страховой запас на аварийный случай. Это, Кристина Константиновна, почти до 70 миллионов. Кристина Константиновна, это вообще отдельная история. Одну минутку, я договорю. Вы позволите ответить на ваш вопрос до конца? Значит, это я говорю о текущих ежемесячных расходах. С учетом того, что там с начала года были проблемы и пандемия, предприятие даже не собирало на них. Был период. Сейчас мы немножко из этой ситуации выходим. Кроме того, для того, чтобы вот на зиму сегодня обеспечить нам аварийный запас, аварийный, не тот запас, который реально должен быть, материалов на случай аварии и так далее, как минимум нам нужно 45 миллионов рублей. Склад практически пустой. Где-то, пользуясь какими-то связями, я, кстати, хотел бы поблагодарить многих из здесь присутствующих за то, что проблемы энергетики не сегодня мы только обсуждаем, а вот с июля месяца, как я работаю, со многими из здесь сидящих я встречался. Мы виноваты перед каждым гражданином, как гражданином, что сегодня происходит такое. Но вот здесь сидит главный инженер, если он более доступно объяснит, что было бы с энергосистемой, если бы мы на это не пошли. Ведь сегодня к нам пришли добросовестные люди, их всего 20%. И они нам сегодня справедливо говорят, у нас условия к каждому было, просим в пиковые нагрузки, останавливайтесь. Они говорят, мы остановились, а те 80%, которые к нам не пришли, как работали, так и работают. Я бы хотел выразить поддержку именно энергетикам. Потому что в периоды, вы знаете, я сам лично это проходил, в периоды именно, когда энергетикам тяжело, по сути, все тумаки достаются энергетикам. И когда существует проблема, и когда эта проблема, она не просто является обычной проблемой, которую по мановению волшебной палочки можно решить, да, а это общая проблема, я думаю, что нужно всегда думать о том, каким образом решить эти задачи. Конечно, мы можем очень много здесь спорить на предмет тех или иных вопросов, задач и так далее, но давайте будем зрить в корень. Дело в том, что энергосистема Республики Абхазия действительно находится в плачевном, в тяжелом состоянии, все мы это знаем. Соответственно, периодически, да, в период, когда я был главой Черноморэнерго, шли разговоры о легализации этого бизнеса, шли разговоры о возможной тарификации этого бизнеса, были действительно эти законопроекты. Были и рекомендации по увеличению тарифа, были разговоры о установке заградительного тарифа, то есть тариф, который не позволял бы майнерам работать. И в течение всего периода времени, когда, наверное, Абхазия узнала, что такое майнинг, во всяком случае у меня, как у руководителя Черноморэнерго,
ни разу не менялось мнение на предмет того, что эта деятельность должна быть запрещена на территории Республики Абхазия. Исключительно обусловлена эта, значит, позиция была тем, в каком состоянии у нас находятся сети. Отключение и введение вееров бывают по совершенно разным факторам. Фактор бывает перегруза линии Очегвары, вы это прекрасно все наизусть уже знаете, столько раз мы с вами встречались, да? Есть фактор дефицита воды, и этот дефицит воды обычно приходится на февраль-март месяц того или иного года. Есть вопросы условного распределения долей между Грузией и Абхазией, то есть этих факторов очень много. Поэтому то, что есть, ну, то есть. Действительно, вот здесь вот ссылка депутата Кукая очень верная, действительно. Если мы почему-то, мы не пытаемся сообща решать эти вопросы. Вот я вот не первый раз, я и здесь и часто бывал, и до, и сейчас бываю. Мы всегда стараемся найти виноватых, да, в чем-то. Давайте находить. Если здесь вот депутат Аршба, как говорит, да, действительно давайте находить. Но если мы начнем находить эти вещи и принимать какие-то решения, когда у нас горящий вопрос, а сегодня горящий вопрос. Сегодня люди без электроэнергии сидят. Извините, что перебиваю. Да. С министром экономики Арцеба здесь был. И мы поддержали Арцеба, я лично, чтобы криптовалюта была, потому что вы нам не предлагали, что надо делать для того, чтобы экономику восстановить. А вот он как раз таки как бы считал, что и правильно считал, и я поддерживаю, что должны пойти на восстановление экономики. А как ее восстанавливать? Вот экономика должна и думать. Баталович. Вы как энергетик свое сказали, это не давайте. Баталович, а как дальше? я вам отвечу, если дадите такую возможность. Наши разговоры, которые были не один раз, и то же самое сказал Михаил Валерьевич Логуа только что вне экономической модели отрасль существовать не может. И речь идет о том, что тарифы, которые существуют сегодня для энергетиков, они не просто занижены, а мы всю экономику датируем. В том числе мы датируем майнеров. Давайте будем говорить честно. И датируем. И датируем. Вопрос не в том, что свергли или нет. Рано или поздно это сделают. И если это сделают не государство абхазское, это сделают бизнесмены, которым мы как миленькие будем платить в разы больше. Поэтому давайте действительно сейчас подумаем о том, что нужна экономическая модель, это факт. То есть, что к тарифам нужно подойти. Я знаю, что понимание есть в Министерстве экономики по этому вопросу. Я знаю, что мы почти завершали эту работу в момент, когда я уже покидал свою должность, и я думаю, что руководство Черноморэнерго продолжило эту работу по методологии исчисления экономически обоснованного тарифа. Но то, что сегодня для того, чтобы выйти из ситуации, факт, мое мнение, нужно полностью отключить всех майнеров. Кстати, вот на днях я увидел в прессе, что этим сейчас занимаются. Теперь, для того, чтобы легализовать майнинг, вот здесь есть, я знаю, что много носителей этих идей, да, много людей, которые считают, что это нужно делать, нужно решить 3 вопроса, Батал Иванович. Первый вопрос, это вопрос, который мы как раз только и обсуждаем. Это вопрос передачи электроэнергии, то есть доведения электроэнергии до абонентов. Это вопрос номер 1. Вопрос номер 2. Вы это тоже прекрасно знаете. Каждый год мы сталкиваемся с проблемой по дефициту воды в водохранилище Джварском. Это вторая проблема. И третья проблема, многоуважаемые, это вопрос распределения электроэнергии между грузинской стороной и абхазской стороной. Теперь, при всем уважении, да, вот предположим, правительство сейчас примет решение, конечно, здесь вопрос политический, то есть здесь 3 вопроса. И если правительство, например, примет, оно уже приняло решение, да, легализации, и если даже это ограничится на 40 мегаваттах, о которых идет речь, 40 мегаватт – это не 200 миллионов киловатт-часов, 40 мегаватт – это порядка 350 миллионов киловатт-часов в год. И если 350, они нон-стоп работают, к этому разговор, да, и если речь идет о том, что Абхазия более 350, то есть по своему потреблению еще больше возьмет, более на 350 миллионов киловатт-часов, то речь будет идти как минимум о 50 с лишним процентов, которые Абхазия будет получать от выработки Ингургеса. Внимание, вопрос, кто потом готов нести ответственность за то, что грузинская сторона в конечном итоге из-за отсутствия экономики построит приплотинную ГЭС на территории Грузии. И ни одна капля воды к нам не зайдет. Поэтому, мне кажется, мы как раз находимся в том органе,
который должен очень по-государственному, серьезно подойти к этим вопросам и учитывать все эти факторы. В развитии информации, которую дал сейчас, да, Аслан Георгиевич, хочу что сказать. Действительно, да, он обозначил ключевые вещи, но там есть одно но. Аслан Георгиевич хорошо знает, о чем речь идет. Безусловно, первая мера – это ограничительная мера. Мы ее в любом случае доведем до того предела, который нам необходим для того, чтобы снизить, да, эту ситуацию. Дальше тарифная политика, безусловно, мы сейчас готовим методологию расчета тарифа и концепцию тарифной политики, которая будет направлена вам на предварительное рассмотрение. Аслан Георгиевич, то, о чем вы сейчас говорили в конце, да, своего выступления, это относительно того, что по распределению, да, 50, но мы рассчитываем на то, вы прекрасно знаете, правительство в период с 2011 по 2014 год проводило работу по улучшению контроля, учета потребляемой электроэнергии, устанавливали счетчики. Если мы за счет в том числе средств, которые будут мобилизованы от этой категории потребителей, начнем устанавливать жесткий контроль учета потребления электроэнергии, нам даст возможность экономии порядка 30% электроэнергии. И, соответственно, мы выйдем на ту цифру и на тот показатель, о котором я здесь говорила. И в этом заключается смысл наших предложений. Потому что других источников на восстановление хотя бы самого низкого уровня потребностей Черноморэнерго в республике не существует. Вот о чем речь. Это некая форма спирали, да, которая позволит нам эти же деньги внедрять в энергетику, именно используя приборы учета, для того, чтобы образовывалась экономия. Мы можем высвободить порядка 30%. Это абсолютно однозначно. Вы же согласны со мной? А 6-часовые отключения вызваны как раз острой необходимостью, которая вызвана в связи с текущей ситуацией. В целом, я категорически против в целом закрывать вопрос полностью, его там вот так завязать, и все, виноваты криптовалютчики. Это очень обывательский подход, черно-белый. Но регулировать их жестко очень нужно. Полный запрет – это всегда черная зона, всегда развивается. Пусть никто на друга, мы не будем обманывать, через границу по черному завозили, и по черному подключались, и без конца, без края это продолжалось бы, и некого было бы сегодня винить. В 2017, по-моему, году нам российская сторона предлагала, если вы помните, подписать соглашение, по которому предполагалось передать им на строительство новую линию, то есть полностью инфраструктуру передать им. В этом случае мы перейдем, как Аслан Георгиевич говорил, абсолютно коммерческую плоскость, где коммерческая цена за киловатт электричества, я посмотрю на нас с вами здесь сидящих, в том числе, когда цена поднимется экономически, она такая, 2,5-3 рубля для населения, они придут сюда с вилами. Конечно, проще всего написать постановление о том, что все запрещено, но это, на мой взгляд, признание в собственном бессилии. На мой взгляд, абсолютно правильно говорит коллега, что, безусловно, надо регулировать, и мы эту работу будем продолжать. Вот здесь была сказана, названа сумма 1 800 000, если не ошибаюсь, задолженность. Из них порядка 600 миллионов, да, за последние 5 лет. Да, я говорю об этом и говорю. Но если мы возьмем с начала 2000-х, вспомним, что у нас были еще и списания задолженностей, разделим на 3 эту цифру, приблизительно при каждом руководстве у нас задолженность составляла 500-600 миллионов. Это я к тому, что в этом деле у нас нету тех, кто работал хорошо, и тех, кто работал плохо. Все работали одинаково недостаточно. Я в свое время входил в комиссию, если я не ошибаюсь, это был 2013 год. Это та же самая комиссия, но парламента предыдущего созыва, связанная с делами в электроэнергетике. На тот момент собираемость у нас составляла 40-45%. Насколько я знаю, она не увеличилась. Поэтому говорить, насколько вчера, сегодня, позавчера, при ком больше, при ком меньше, мы давайте лучше не будем, это просто неверно. Тем более цифры говорят, да, если мы вот здесь повторяться будем, у нас потребление по сравнению с ноябрем прошлого года увеличилось с 6 до 9 миллионов. Говорит о чем? О том, что у нас перегружена система очень сильно, потому что этот ноябрь до вчерашнего дня был теплым, температура была в районе 20, а то и выше градусов.
Прошлый ноябрь был очень холодный. Дальше будет еще тяжелее. На что мне, как рядовому гражданину, хотелось бы обратить внимание. Да, мы дали возможность, наверное, это в какой-то степени правильно, выявить тех, кто занимается криптовалютой, объявить регистрацию, дать эту возможность поработать. Но давайте скажем откровенно, у нас есть, не знаю, как это правильно сказать, этот класс людей или прослойка такая социальная людей, которые обладают гораздо большими возможностями, чем рядовые граждане республики. Вот мы говорили, да, о том, что нам придется ограничить потребление тем, кто занимается криптофермами, да, то есть у кого было, ну, к примеру, так, я понимаю, может, ошибаюсь, у кого были эти техзадания, возможности, он имел большую гостиницу, какое-то предприятие, то есть люди имущие могут этим заниматься, а люди, у которых такого техзадания нету, таких возможностей на потребление этой энергии нету, они даже заняться этим не смогут, вроде оно и разрешено, но они этих возможностей иметь не будут. К чему это приведет? Это приводит к социальному расслоению в обществе. Оно все больше и больше будет углубляться. Дело в чем? Вот мы сегодня говорим о том, что определенная категория людей в виде налогов будет вносить хорошие суммы. Дай Бог, чтобы там было в идеале это, мы говорим, 500 миллионов в год. Скорее всего, речь идет о 200-250 миллионах реально, да, если мы сможем собрать эти деньги. Да, возможно, и столько не будет, но кто страдает? Вот в результате того, что сегодня у нас такие серьезные верные отключения, которых у нас уже много лет не было в таком объеме, подчеркиваю, именно в таком объеме, страдает мелкий бизнес, мелкий производитель, люди, которые кое-как сводят концы с концами. У меня вопрос, мы что, хотим дать одним людям возможность заработать за счет других людей? Мы же никого ни в чем не обвиняем, но есть факты. А факты сегодня говорят о том, что у нас кризис. И пока мы не разберемся, как вылечить эту ситуацию, давайте все это приостановим. Подумаем о населении, о малоимущих слоях, у кого нету дизель-генераторов, кто не может себе позволить обеспечить себе электроэнергией. Вот к чему сводится эта просьба. И мы с вами пришли сюда поговорить по-доброму, найти выход из положения. Буквально два слова, все верно сказано, и все сегодня делается. Сегодня даже те, кто к нам пришел, обращается, да, и хочет узаконить свою деятельность, до всех доведено, как и раньше мы обговаривали, что в период пиковых нагрузок все должны отключаться. Все должны сегодня быть отключены. Мы должны дать в первую очередь нормальную энергию населению. И такая ситуация, скорее всего, будет продолжаться как минимум до середины мая месяца, до завершения ремонта на Ингургесе. Они будут ограничены все. Все должны быть ограничены. Другая проблема в другом, несправедливость в другом, что добросовестные люди приходят, пытаются себя как-то узаконить, и вот на тот вопрос, на который мы не можем найти ответа. Подскажите, если можете. Поставьте вопрос о конфискации имущества. Да, я хотел сказать, Батал Иванович. Западная часть Абхазии, вы говорите, загружена в критическом состоянии. Сухумский район, Гагрский район и Гудаутский район. Правильно? Все районы. Ну, вы говорите, что в восточной части, это я имею в виду, я так понял, Гальский район, высвобождается 40 мегаватт. Вот это. Ну вы только что, Кристина Константиновна. Хорошо. Хорошо, соглашусь с вашим высказыванием. Ну тогда почему, если мы имеем резерв, пиковые нагрузки не перекинем в кричащие районы? А потому что она неравномерно распределена. Как мы решали эту проблему в прошлом, позапрошлом и позапрошлом годах и предыдущих годах, когда в сезон, вы говорите за межсезонье, а я вам говорю в сезон.
Подождите на секундочку. Я вам говорю за сезон. Когда в сезон, когда заполнены все, значит, наши курортные города. Подождите на секунду. Кто такие же? Только вы говорить можете, что ли? Дайте мы тоже скажем, что касается малого, среднего бизнеса, Валерий Ремеевич, у нас, я как человек, который имеет, значит, гостиницу, вам говорю. Вы говорите за межсезонье, да, и о проблеме, что касается, вот Дмитрий Григорьевич говорил. А я вам говорю, что в сезон у нас нам приходилось, да, вот имея, значит, гостиницу, платить в день под 100 тысяч рублей за то, что у нас не было света, не было воды. Как тогда решали мы эти вопросы? Как? Как? В сезон, я говорю за сезон. Но подождите, аварии за авариями у нас происходит, речь идет об этом. То, что значит у нас, правда, критическая ситуация. Нам нужно как-то решать эти вопросы. Давайте все вместе. О технологиях говорим, но по факту, да, у нас сегодня проблема, по которой мы собрались, одна. Это верные отключения и причины верных отключений. Причины верных отключений, сегодня мы пришли к выводу, что на сегодняшний день причина верных отключений все-таки является перегруз наших линий в связи с криптовалютой, с майнингом криптовалют. Да? Тогда вот какую проблему сегодняшнюю нам надо решить. Что у нас проблема в энергетике большая, мы это знаем. То, о чем мы сегодня здесь говорим, мы могли бы сказать об этом 2 года назад, 3. И если бы мы начали говорить еще и 5 лет назад, мы бы с вами не ошиблись. Когда мы говорим о том, что деньги, которые мы собираем на электроэнергии, должны идти на восстановление нашей энергетики, нашей системы, я хочу спросить. Раньше мы собирали по 40 копеек, около 30% мы собирали с населения. Если мы сегодня сделаем рубль, да, это также будет около 30%. То есть это добросовестные плательщики, которые будут платить также 30%. Скажите мне, пожалуйста. Это не население, это майнинг. Я говорю про население. Теперь я говорю про майнинги. Скажите, пожалуйста, мы сделали рубль 50. Насколько выросла у нас собираемость? Она у нас не выросла. Она нас привела к тому, что это привело... Да, вы поясните, я до конца, да, наверное, скажу. Мы сделали сегодня рубль 50. Что это привело к повышению, к большей собираемости? Это привело к восстановлению нашей энергетики? Нет, конечно. Это сегодня привело нас только к одному. Это привело сегодня к тому, что у нас верные отключения. Не именно это там повышение цены. Не именно, да. Да, совсем не это. Да. То есть говорить об экономической обоснованности рубль 50, я это просто не понимаю. Да? Вот, непонятно. Что? Да, рубль 50, и что? Сегодня мы говорим о том, что мы разрешили там, можем разрешить около 40 мегаватт потребления. Также, хорошо, мы можем разрешить это, но по факту у нас сегодня майнят больше. Когда мы говорим по всем вещам, о которых я сегодня говорю, регулятором является Черноморэнерго. Регулятором собираемости денег, регулятором... Черноморэнерго регулирует эти процессы. Скажите мне, пожалуйста, мы говорим, что сегодня майнят незаконно. У нас так незаконно майнят. Мы не можем сегодня тех, кто майнит незаконно, закрыть. Мы не знаем, кто это делает. Скажите, пожалуйста, здесь, подождите, но если бы здесь 35 депутатов присутствуют, которые представляют каждый район в Абхазии. Здесь присутствует Черноморэнерго, который имеет представителей Черноморэнерго в каждом районе. И каждый представитель Черноморэнерго знает, где, в каком месте он подключил, это абсолютно точно. И где, в каком месте он является представителем, да, и получает долю с этих криптовалют. И где незаконно подключили. Я возьму только район Гулерибский, только тот район, где я нахожусь. У нас в лесу стоят криптофермы. И в лесу лес общий. Лес общий, лес государственный. Туда идут новые столбы, новые провода, там стоят новые трансформаторы. И об этом не знает Черноморэнерго или
Кто об этом не знает? Скажите, пожалуйста. Как это регулируется? Мы можем это отключить, можем не отключить. Ну давайте так, мы этим занимаемся. А как мы этим занимаемся? Ну скажите, пожалуйста, я знаю места, которые в течение 3-4 дней поставили майнинги. Мы этим занимаемся настолько долго, что сегодня у населения нет света. Вот проблема в чем. Хотите, давайте вместе. Я не хочу свалить все на Черноморэнерго или на то, что... Я хочу, давайте вместе в тот или иной район берем депутатов, едем и отключаем. Хотите, давайте так. Значит, совершенно правильная постановка вопроса. Если я в первую очередь, да, даже в приказе, еще раз повторю, я взял на себя смелость вас попросить стать рядом, с учетом вашего авторитета, знания ситуации на местах. И я уверен, если каждый из депутатов подключится, у нас сегодня одна задача – снизить нагрузки именно за счет прекращения деятельности этих ферм. Мы должны принять какое-то постановление, какое-то решение. Мы знаем, здесь были предложения, очень дельные предложения. В следующий раз мы подготовим проект постановления с учетом ваших мнений, мнений наших гостей и депутатов и вынесем на утверждение этого постановления. И поэтому сейчас без конца копии ломать, здесь переговаривать нам ничего не даст. Михаил Валерьевич, можно вопрос вам хотел бы уточнить? Аслан Георгиевич как-то, вот, видимо, это на пресс-конференции было, я просто вот в письменном варианте читаю. Он считает, что закон об электроэнергетике запрещает инвестиции и какое-то развитие. Напомню, что в количестве 31 голос был принят закон, на тот момент единогласно. Это действующая на сегодня норма законодательная. Теперь вопрос, он там озвучивал, как бы возможность, фактически открывает поле для обсуждений по перепадному комплексу ГЭС. Мы уже поставили вопрос, то есть как бы это вопрос к вам теперь, что это уже обсуждается, какой-то план восстановления, передачи прав собственности, учитывая, что были обращения от гигантов майнингового бизнеса из России, кстати говоря, по-моему, есть письмо такое. Мы уже подошли к этому пределу, последний наш задел, генерирующий перепадные ГЭС, мы уже обсуждаем как-то. Я не могу ответить на вопрос, потому что я не видел даже переписку, о которой говорится, законы, которые вы здесь рассматриваете. Я вижу сегодня ситуацию в энергетике. Я понимаю, что эта энергетика должна остаться нашей, абхазской, национальной. Я понимаю, что без привлечения, наверное, инвестиций нам будет тоже тяжело. Но как эти вопросы решать, поверьте, вот мне с моими коллегами руки пока до этого не доходят. Вот мы каждый день работаем немножко в другом режиме. И мне, как вы справедливо заметили, надо сделать так сегодня, нам всем, чтобы быстрее наши граждане ушли от графика. Вот это первый вопрос сегодня. Поэтому я обращаемся к вам ко всем. Энергетику, мы должны все вместе за это дело взяться, все понять, куда мы идем, а мы, как эксплуатирующая компания, будем готовы выполнять любые разумные решения. Примерно какие расчеты, вот по вашим представлениям, в экономику Абхазии от этого вида деятельности денег попадают? Прямо так или иначе. То есть, я так понимаю, что косвенно, да, вопрос косвенный. То есть люди получают, идут на рынок, что-то покупают, продукты. Какая примерно сумма, просто чтобы мы понимали, да, насколько выгода вообще от этого вида деятельности для нашего государства? Есть расчеты у вас? Ну, честно говоря, я предметный эффект сейчас вам не могу сказать. Если нужно будет, мы вам оценку дадим, экспертную оценку. Депутаты получают информацию Национального банка о том, какого объем наличности вытаскивается с банкомата. Вы можете предварительную оценку сделать, даже не обращаясь в Минэк. Это то, что фактически, да, имеет место в обороте здесь. Вы, в принципе, все знали о том, что в зимний период будут проблемы, да, придется верное отключение. Почему сразу не было определено конкретные места, где можно этим заниматься, о чем, в принципе, говорил вчера президент? И второй вопрос. Даже после того, как вы определите эти места, как вы будете распределять между желающими? Вы об этом думали? Нет. И, пожалуйста, и в конце давайте хотя бы какие-то примерно, не знаю, назовем сроки, когда мы выйдем на тот уровень, когда мы, не знаю, хотя бы на 2 часа мы будем отключать, а не на 6. Потому что
судя по погоде, ситуация очень быстро накалится. Значит, нами, еще раз повторюсь, каждый день предпринимаются меры. Мы ничего не скрываем, сообщаем обо всем по абхазскому телевидению вроде вот за 2 дня работы. Отключили мощности за 2 дня порядка 10 мегаватт. Вот, как только эти мощности подойдут к допустимым, к тому, чтобы мы могли отменить веерные отключения, причем здесь еще одна проблема. Если раньше у них была проблема незаконных майнеров, да, поймать момент, чтобы света не было и подключиться, теперь они прекрасно знают график. 10 мегаваттов. И там, где мы отключаем, в период отключения они спокойно подключаются, приходится опять. Мы рассчитываем в ближайшее время привести нагрузки в такие надлежащие пределы, не надлежащие, но допустимые пределы, чтобы уйти от веерных отключений. Чтобы вы понимали, для компании 6 трансформаторов за 2 дня полетело. Другое оборудование летит. Вот эти резкие, а у нас склад пустой. Я вам хочу сказать, что мы провели определенную работу. Мы знаем все государственные организации, предприятия, на территории которых осуществляется незаконная деятельность. Незаконно. Более того, я могу сказать по предприятиям, подведомственным Министерству экономики, в пределах 2-3 лет осуществляется деятельность. Здесь вся эта информация есть. Мы готовим предписание Черноморэнерго всех без исключения отключить, без права подключения. Мы должны, наше постановление сбалансировано, согласовано, с учетом сказанного, и мы, в наших руках сейчас мяч на нашей стороне. Я вижу, что люди ждут нашего решения. Поэтому мы спокойно сегодня поблагодарим гостей, поблагодарим и займемся вот этой проблемой.